Отец, он был человек слова. Вот слово офицер, он полностью соответствовал. Истинный офицер, настоящий воин и при этом необычайно добрый и мягкий человек. Несмотря на все пережитые ужасы войны, Мухарбек Султыгов достойно пережил все испытания того страшного времени. Уроженец Карабулака в далеких 40-х участвовал в боевых действиях на Южном, Украинском и Центральном фронтах. Воевать ушел добровольцем в 40-м. Сражался в составе 24-й гвардейской стрелковой Евпаториевской дивизии в звании младший лейтенант. Взвод, которым он командовал летом 1941 года, сдерживал натиск врага на Украинском фронте, а потом участвовал в боях под Москвой, Вязьмой и Смоленском. Был тяжело ранен, но после лечения вновь отправился на фронт. В боях под Севастополем в 44-м, будучи командиром взвода, проявил себя геройски. Отец, там, видимо, бойко прошел, и отец, он командира, видимо, или командира, заменил командира и подавил, короче говоря, противника вот эти своими минометными батареями, подавил батареи этого противника. И два этих станковых миномета и 4 ручных пулемета. Убил 40 солдат, потом организовал переправу людей, боеприпасов, ну, все, что там было, переправил, короче говоря, на южную, на северную бухту Севастополя. Наград у ветерана было огромное количество. Самое высшее – орден Отечественной войны второй степени, которому представили Мухарбека в 44-м. Фронтовой путь он закончил в Севастополе. О войне почти не говорил, но вот о тяжело одержанной победе обмолвился парой слов с близкими, вспоминает дочь. Про Севастополь я у него спросила как-то, где он победу встретил. Почему? Потому что тогда о победе говорили, а потом, я думаю, вопрос возник у меня. Я говорю, что мы отца Дада называли, что где ты, говорю, победу встретил? Он говорит, в Севастополе, говорит. И он такую фразу сказал, вот, говорит, житуха была. И я так удивилась, фраза житуха была, это, видимо, полно эмоций, все-таки победа, и вот, видимо, они радовались. И вот он назвал это со словом житуха. А так радовались, видимо, сильно. Семья ветерана сохранила немало фотографий Мухарбека. Они дороги их сердцам. Некоторые пришлось поискать в архивах. К примеру, это удалось найти в Казахстане. В Казахстане снята эта фотография. И это диаспора ингушская, там, которая вот он, отец стоит. А вот этих людей я не знаю. Но очень интересно было, если бы ее увидели бы, многие бы узнали бы своих родителей, Идрис, понимаешь меня? Поэтому, ты знаешь, держу ее. Умер Мухарбек Султыгов в 1982 на 64-м году жизни. Родственники с большой гордостью и теплотой вспоминают ветерана. А День Победы – один из самых почетных праздников семьи Султыговых. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.